В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Марьяна Кутукова. Численность безработных россиян за неделю выросла на 0,3%. Об этом сообщает Минтруд России. С 7 по 14 ноября численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила более 637 тысяч человек. За неделю снижение численности безработных произошло в 28 регионах. В 50 регионах отмечен рост. Наибольший наблюдается в республиках Бурятия, Тыва, Мариэл, Крым, Алтайском крае, Астраханской, Рязанской, Белгородской, Саратовской, Омской областях. В Якутии численность безработных не изменилась. Напомним, что вместе с тем в России почти вдвое увеличили пособие по безработице. Максимальный размер пособия в следующем году составит 8 тысяч рублей. Для безработных граждан предпенсионного возраста более 11 тысяч. В связи с увеличением субвенций регионам на выплаты безработным в следующем году увеличиваются с 39 до 53 миллиардов рублей. В Якутии увеличат зарплату воспитателей детских садов во исполнение майского указа президента страны. Правительство республики приняло соответствующее постановление об увеличении на 10% фонда оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций с 1 октября этого года. На реализацию проекта в текущем году в резервном источнике республиканского бюджета предусмотрено 128,5 миллионов рублей. Более 13 миллиардов рублей дополнительно получат дальневосточные территории опережающего развития. Средства из федерального бюджета будут выделены в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Это дополнительное финансирование позволит создать объекты энергетической, инженерной и транспортной инфраструктуры для проектов уже действующих и потенциальных резидентов территорий опережающего развития. Речь идет о таких проектах, как строительство круглогодичного тепличного комплекса «Втор-Камчатка», рыболовецкого колхоза и логистического комплекса группы компаний «Доброфлот» «Втор-Большой Камень», крупнейших горно-обогатительных комбинатов «Втор-Южная Якутия» и ряде других. Будут созданы условия для привлечения новых инвесторов, сообщил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Дополнительные средства получат 6 территорий опережающего развития. В частности, финансирование ТОР «Южная Якутия» увеличено на 6 миллиардов 74 миллиона рублей. Авиакомпания «Алроса» заменит устаревшие самолеты. «Алроса» подписала соглашение с государственной транспортно-лизинговой компанией на поставку 2 самолетов «Сухой Суперджет-100». Срок лизинга самолетов до 12 лет. Ожидается, что поставка самолетов «Сухой Суперджет-100» будет проведена до начала летнего сезона следующего года. Новые самолеты будут работать на уже существующих маршрутах из Мирного и Новосибирска. Мы планируем ими заменить выбывающие из парка авиакомпании самолеты Ту-154 и Ту-134, которые впоследствии будут списаны. Важно, что новые самолеты смогут круглогодично совершать рейсы в один из северных аэропортов России – Полярный, который находится в Удачном городе присутствия и работы подразделений компаний, пояснил генеральный директор авиакомпании «Алроса» Андрей Гулов. Отметим, что до этого момента в авиапарке авиакомпании самолетов «Сухой Суперджет-100» не было. Приобретение в лизинг таких самолетов связано в первую очередь с обновлением флота компании. Дан запуск оптики в селах Эргелях и Хонгорбие Намского улуса. Высокоскоростной интернет пришел в малые села в рамках реализации проекта «Кобяйский экспресс». Как заявили на торжественном запуске, подключение к ВОЛС является началом реализации недавнего указа главы республики Айсена Николаева об инновационном и цифровом развитии республики. Социально значимый проект осуществляется силами предприятия «Технический центр телерадиовещания» без привлечения республиканских бюджетных средств. Следующими волоконно-оптическую линию связи ждут жители села Кальвица Кобяйского улуса. Тем временем в Нижнеколымском районе продолжается подключение школ к скоростному спутниковому интернету. На этой неделе к интернету подключена Походская школа в рамках проекта по созданию единой информационной сети Международной арктической школы.
Педагоги, конечно, сразу ощутили, что это совершенно другой уровень работы во всемирной сети по сравнению с тем, что было ранее. На очереди Колымская национальная средняя школа. Оборудование для Черской средней школы уже находится в Якутске. Мы будем продолжать работать в рамках этого проекта и постараемся подключить к интернету от Востоктелекома учреждения дополнительного образования и детские сады, сообщила начальник районного управления образования Александра Таврат. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.